Доброе утро. Сегодня вторник, 11 февраля. Чувашские аграрии отправились представлять местную продукцию в Москву на выставку «Протэкспо». Событие ежегодно, но именно к нему многие производители со всего мира стремятся приурочить запуск новых продуктов, торговых марок и брендов. В этом году свои достижения представят более 2500 компаний из 70 стран. Для чувашских предприятий это не только возможность показать то, чего достигли в сельском хозяйстве за год, но и наладить деловые связи. В рамках программы запланированы сессии и конференции, где специалисты расскажут об инструментах поддержки экспорта отечественного товара и о правилах развития органического земледелия. А тем временем школьники из Чувашии готовятся представить республику на всероссийском уровне. 23 предмета, и по каждому будут выявлять сильнейших. В республике стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Испытания будут идти 2 недели до 22 февраля. Отмечу, что ежегодно в олимпиадах участвуют около 80% чувашских школьников. И республика сумела даже войти в число 10 лучших регионов страны по итогам участия во всероссийских олимпиадах. Планировать перелеты с учетом изменений в расписании советует Чебоксарский аэропорт. С этой недели время вылета рейса из Чебоксар в Москву и обратно, который осуществляет авиакомпания «Нортвин», изменилось. Теперь самолет из столицы Чувашии улетает в 6:15 утра, а из Москвы – 23:40. По четвергам время вылета из Чебоксар смещается на 5 минут позже. Судя по комментариям на местных форумах, горожанам новое расписание понравилось. Как и концерт, который прошел в Национальной библиотеке на выходных, чем он так запомнился зрителям, расскажем далее в сюжете. На этой сцене сбылась ее мечта. Это первый сольный концерт Галины Никитиной. В детстве девушка восхищалась талантом Дианы Гурцкой. Мечтала повторить ее успех, выступать на сцене и вдохновлять людей, чтобы жить и радоваться миру. Концерт называется «Рожденная, чтобы петь». Действительно, это название соответствует моему характеру, моему образу жизни, потому что я, сколько себя помню, с самого детства любила петь, с самых малых лет. Плохое зрение не стало препятствием, чтобы заниматься музыкой. Сначала учеба в 3-й школе искусств, затем училище Федора Павлова и Институт культуры и искусств. Хотя Галина Никитина уже 2 года как не студент. Педагоги по вокалу помогли девушке подготовиться к концерту. И не только они. В числе тех, кто поддержал девушку, различные общественные организации, коллеги по цеху и друзья. Получился такой вот день сегодняшний. Благодаря общественной организации «Свобода», где я нашла очень-очень много друзей, неравнодушных, добрых, отзывчивых. Также задействованы люди из духовной среды. Это студенты Центра по подготовке церковных специалистов. Радостно, что такие мероприятия побуждают людей творить добрые дела и задумываться о спасении. Если есть красота внутри, она непременно отражается и на внешнем облике, считает Галина. Вера и целеустремленность помогли ей завоевать титул «Мисс Свобода» на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Впереди еще более грандиозные цели. Девушка уверена, они достижимы. Сегодня, кстати, Международный день женщин и девочек в науке. Не забудьте поздравить тех, кто каждый день стремится познавать что-то новое. До завтра!